3:02. Нет. Мы сегодня официально запустили оптоволоконную линию связи, которая охватила Чорапчу и несколько населенных пунктов Чорапчинского улуса. И сегодня здесь присутствуют уже такие широкие каналы, хороший интернет. Сейчас нужно работать уже по последней миле, да? То есть доставка этого интернета до абонента. Сегодня уже начинают подключаться абоненты, более 30 абонентов подключилось к IPTV, то есть это возможность интерактивного телевидения, не только просмотра, а программирования, да? То есть человек может смотреть по выбору, может отсрочить, посмотреть хорошую программу, при этом может через несколько дней эту передачу посмотреть. Сегодня, ну вот здесь мы в зале видим очень такой быстрый Wi-Fi, можно отправить и видео, и файлы с фотографиями. Проект был действительно очень сложный. Протянуть через тайгу 170 километров оптики – это задача нетривиальная. Ее в масштабах страны решать умеют только в нескольких регионах, как Якутия и, и в Сибири. В дальнейшем мы собираемся подключить еще около 8-10 населенных пунктов. Почти 50% всех населенных пунктов в Чорапчинском районе будут подключены к волоконно-оптическим сетям. К сожалению, темпы данной стройки будут составлять почти 3 года. Меня это, конечно, не очень устраивает, но объективная данность такова, что наши расстояния, наши условия не позволяют строить быстрее. Конечно, на этом развитие не закончится. В этом году через территорию Чорапчинского улуса пройдет еще вторая оптоволоконная линия связи. И дальше будут охвачены населенные пункты, которые уже расположены за Чорапчой в сторону Отекёля. Вот. Ну и в дальнейшем мы запускаем сюда несколько операторов, которые будут работать и по спутнику, и по радиолинейным линиям. В общем, еще, наверное, год-два, и здесь картина поменяется кардинально. Вот. По почте у нас тоже здесь хорошее продвижение, здесь уже новый транспорт выделен, будут установлены во всех почтовых отделениях посттерминалы, которые помогут нашим людям быстро обналичить, отправить деньги через электронные карты Visa, MasterCard. Вот, ну, примерно вот такая работа сегодня идет, и вот такие планы на ближайшее время.